Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Пшара. Сегодня в программе. За 2 часа около 30 вопросов. Итоговая пресс-конференция президента. К 75-летию битвы за Кавказ. Встреча в Госмузее боевой славы. Более 30 вопросов были заданы президенту Раулю Хаджимба в ходе большой итоговой пресс-конференции, которую провел сегодня глава государства для представителей всех средств массовой информации Абхазии. Проблемы экономики и здравоохранения, бюджет 2018 года, судьба приватизированных, но до сих пор не функционирующих объектов. Эти и многие другие темы поднимали журналисты. Пресс-конференция длилась около 2 часов, в течение которой Рауль Хаджимба отметил более чем на 30 вопросов журналистов. Репортаж Ирины Арш. По традиции, в конце уходящего года глава государства подвел его итоги. Открывая пресс-конференцию, Рауль Хаджимба подчеркнул, что есть много наболевших вопросов, которые волнуют все общество. Президент выразил готовность откровенно ответить на все вопросы журналистов. Много вопросов, которые решались, многие дались, но есть вопросы, которые, к сожалению, из года в год переходят как сложные проблемы, которые не просто решить. Есть определенные задачи, которые стоят перед государством, перед обществом. Есть задачи, которые мы решаем самостоятельно. Есть задачи, которые решаются в контексте взаимосвязи с нашим главным стратегическим партнером Российской Федерации. Несомненно, вы не могли бы не видеть и невозможно обойти те сложные процессы, те трудности, которые имелись в этом году, которые уходят. И хотелось бы, чтобы все эти трудности, конечно, были бы позади. Никто не обольщается, что сразу все эти вопросы будут сняты, и что 2018 год будет самым лучшим, но хотелось бы, чтобы стало лучше. Да, непросто. И когда говорят о том, что в Абхазии практически ничего не меняется, все осталось на том же месте, это неправда. Если вы заметили, значительное количество изменений в самой структуре кабинета министров, по личностям, имели место быть. И делается это для того, чтобы найти ту оптимальную возможность для решения задач, которые стоят перед нашим государством. Проблемы экономики и здравоохранения, бюджет 2018 года, судьба приватизированных, но до сих пор не функционирующих объектов, проблемы сохранения и развития абхазского языка звучали в вопросах журналистов. В 2018 году появятся первые пенсионеры, которые по году рождения не попадают в категорию лиц, претендующих на получение российской пенсии. Этот вопрос решается с российской стороной, но параллельно должны быть предприняты определенные шаги для того, чтобы Абхазия могла самостоятельно выполнять обязательства по пенсионному обеспечению своих граждан, подчеркнул глава государства. Тема постановки начисления пенсий по отношению к этой категории людей достаточно непростая. Там 2 даты – до 1991 года, и размер пенсии определяется для категории людей до 2002 года работавших в тех или иных структурах. Мы ставим этот вопрос. Мы обсуждали эту тему. Российская сторона готова с нами на эту тему разговаривать. Я думаю, что будут определенные подвижки в этом вопросе. Что касается вообще общей ситуации, мы должны не только надеяться на российскую сторону, но мы должны решать и вопросы здесь у себя. К сожалению, многие эти вопросы все эти годы не решались. Я вчера говорил по этой теме в своем послании о необходимости начала работы по учету персонифицированному и понятию, кто должен платить и каким образом эти платежи должны производиться. Вот мы сегодня те законопроекты, которые готовим, я думаю, что решат эти задачи. И с учетом той еще помощи, которая будет оказана нам
российской стороны. В стране в последнее время очень много говорится по поводу перспективы возникновения абхазской криптовалюты. Конечно же, на пресс-конференции этот вопрос особо интересовал журналистов. Говорить о том, чтобы заниматься майнингом на нашей территории, пока не приходится. Хотя я слышу о некоторых каких-то шагах, которые имеют место. Мы проговариваем эти вопросы с российской стороной, мы обсуждаем эти темы. Ничего Абхазия в данном случае не теряет. Те, кто занимается этим, достаточно аккуратно сопоставляют свои возможности с теми имеющимися у них финансовыми возможностями. Это связано и с технологиями, которые необходимы в таких случаях. Поэтому мы только зондируем, мы только пытаемся выстроить отношения с теми, кто готов в этом направлении работать с нами. Нужна соответствующая правовая база. Эта тема достаточно интересная, но сложная. Но от сложности мы не собираемся уходить и будем изучать, будем готовить материалы. Журналисты спрашивали о целевом и прозрачном расходовании средств из резервного фонда президента. В частности, именно этот пункт бюджета 2018 года вызвал наибольшее обсуждение на заседании сессии парламента Абхазии. Что касается резервного фонда, хочу быть с вами открытым. До нашего прихода во власть этот объем средств в бюджете почему-то не был виден. И мы впервые его включили в бюджет и открыто продемонстрировали, что есть возможности, которые предоставляются Российской Федерации. Правильно было вчера сказано, сейчас только главное, чтобы опять не интерпретировали, анклава. Нужно создавать свои резервы, чтобы не было никаких вопросов потом к теме использования этих финансовых средств. Никуда эти деньги никто в карман не положил. Если у кого-то возникают какие-то вопросы о правильности их использования, у нас есть контрольная палата. Все материалы контрольной палаты отправляются в Генеральную прокуратуру. Если у них там возникнут вопросы, то мы готовы ответить на все поставленные, я еще раз говорю, вопросы, которые будут иметь место. Резервный фонд президента открыт, и то, что касается дополнительных средств, о которых вчера обсуждали, это мое обращение было к руководству России. И это не для того, чтобы создать не какие-то дополнительные возможности, а для того, чтобы решить задачи, которые связаны с темой того же села Приморское и многих других направлений, которые, к сожалению, не были заложены в наш бюджет. Раулю Хаджимба был задан и вопрос по поводу его планов на 2019 год, в который в Абхазии пройдут выборы президента. А также главу государства попросили прокомментировать информацию, появившуюся в некоторых СМИ по поводу создания совместной команды с Александром Анкваб. Что касается Александра Золотинсковича Анкваб, он депутат парламента. И я, как и с остальными, имею возможности говорить по всем тем вопросам, которые интересны и необходимы для обсуждения. Говорить о каких-то еще дальнейших перспективах, я думаю, просто не к месту и не ко времени. Но говорить нужно со всеми. Как раз-таки тот период, прошедший, он был знаменателен в кавычках тем, что мы мало говорили. Мы мало общались. Если человек находится сегодня на территории Абхазии и нет никаких других каких-либо претензий к нему, как иногда представляют, то почему должен быть запрет на общение с этим человеком? Я думаю, что говорить нужно со всеми. И об этом я говорил всегда открыто. Что касается перспективы моей по поводу второго срока. Еще 2 года. Вы знаете, сидеть в этом кресле не самое большое удовольствие. Это тяжелый труд. Поэтому поживем, увидим.
А я думаю, что за 2 года наберется значительное количество кандидатов, которые могут оказаться для народа, для общества, может быть, и лучшими. Пресс-конференция длилась около 2 часов, в течение которой Рауль Хаджимба ответил более чем на 30 вопросов журналистов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Полностью пресс-конференцию главы государства смотрите сразу после новостей. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны. Собравшиеся ученые, историки и общественные деятели говорили о важности помнить и чтить имена героев, погибших, защищая Кавказ. Подробности в материале Ринаты Шакая. Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ, началась с показа фильма «Санчара» о судьбе 33 солдат 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, имена которых долгое время оставались неизвестными. Среди защитников Родины, павших смертью храбрых, у подножья Санчарского перевала оказались и 2 абхазских бойцов – Ажиба и Куция 1907 и 1914 годов рождения. 33 бойца Закавказского фронта пролежали в скалах среди камней более 70 лет. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт. Более 17 тысяч не вернулись с полей сражения. 22 гражданам Абхазии присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Многонациональная Абхазия приняла самое активное участие в отражении фашистской агрессии. Бойцы 7 истребительных батальонов из всех районов Абхазии доблестно сражались с врагом, защищая Родину. Многие из них не вернулись в свои дома. Подвиг их бессмертен. Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ, организована совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Выступая на конференции, советник президента Владимир Зонтарь отметил, что события, связанные с 75-летием битвы за Кавказ, это целая документальная летопись, которая еще долго будет пополняться новыми фактами, выводами и оценками, обрастая деталями и нюансами. Касаясь морально-нравственного аспекта, гуманистического смысла и характера этих акций, на мой взгляд, следует отметить, что перезахоронение останков защитников Кавказа, обнаруженных в результате проведения вышеуказанных экспедиций, это долг чести и совести, дань глубокого уважения к памяти нашей собственной героической истории. Президент Абхазии Рауль Джумкович Хаджимба очень высоко ценит труд, преданность, самоотдачу тех молодых людей, кто участвовал в осуществлении этих акций. На сегодняшний день в государственный список историко-культурного наследия внесено 27 памятников, связанных с Великой Отечественной войной, и еще 33 памятника, которые уже внесены в дополнительный список. Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кубахи отметил, что в этом направлении нужно сотрудничать с Государственным музеем боевой славы. Я думаю, что Николай, что нам надо будет заключить договор с вами, поскольку вы все-таки музей боевой славы, чтобы совместно с вашим музеем проводить работу по фиксации, регистрации всех этих мемориальных комплексов. Речь идет о том, что там целые процедуры нужны: описание истории, местоположение, описание, если это представляет монументальная живопись, скульптура авторов. Официальная часть мероприятия завершилась открытием выставки «Абхазия. Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны» на основе материалов личного архива выдающегося абхазского историка, заслуженного деятеля науки Абхазской ССР Георгия Дзидзария, а также была открыта экспозиция элементов вооружения, воинского снаряжения и личных вещей солдат Красной Армии и Вермахта, обнаруженных при проведении международной военно-исторической поисковой экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт-2017». Рината Шакая, Тимур Гошба, Абхазское телевидение. Президент торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия награжден золотой медалью ТПП России за заслуги в развитии торгово-экономического сотрудничества государств-участников СНГ. Награждение прошло в рамках пленарного заседания Совета руководителей торгово-промышленных палат Российской Федерации. Награды вручал президент ТПП России Сергей Катырин.
Сегодня в Москве в универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов» состоялся вечер профессионального бокса. В рамках соревнований свой рейтинговый бой провел боксер, наш соотечественник Батал Чеже, который в 6-раундовом бою одержал победу над камерунским боксером Даниэлем Нигатом. Это уже 5-й победный поединок Батала Чеже среди профессионалов. И господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал и остался непобежденным Батал Чеже, Абхазия, красный угол. Ну, что мы и предсказывали, то и произошло. Батал Чеже одерживает уверенную победу по очкам, единогласным решением судей. Это 5-я победа для абхазского боксера при отсутствии поражений. Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 7-12 тепла. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.